Вы смотрите «Парламентский вестник», в студии Туяра Харитонова. Здравствуйте. В Ил-Тумыне обсудили вопросы борьбы с онкологическими заболеваниями и проблемы оказания высокотехнологической медицинской помощи в республике. В ходе парламентских слушаний было отмечено, что в результате реализации федерального проекта и государственных программ будет достигнуто снижение смертности до 130 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году. В целом по республике продолжается рост показателей заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований, что является общемировой тенденцией. В 2019 году в Якутии вновь выявлено 2719 подобных случаев. При этом показатели заболеваемости и смертности за все годы наблюдения остаются ниже среднероссийских. По республике отмечается улучшение онкологической помощи населению. Так, за 2019 год впервые отмечается снижение показателя одногодичной летальности и показателя онкологической запущенности, чему способствовала ранняя выявляемость. Количество пациентов на диспансерном учете составило порядка 13 тысяч человек. Участники парламентских слушаний отметили, что необходимо совершенствовать диагностику, оснащенность медицинских организаций высокоэффективным оборудованием, внедрять новые диагностические методики, разрабатывать и внедрять скрининговые программы, повышать квалификацию врачей-онкологов, усилить просветительскую и воспитательную работу среди населения. В рамках декады народные депутаты Якутии встретились с профессорско-преподавательским составом и студентами Якутской сельскохозяйственной академии и среднеспециальных учебных заведений по вопросам подготовки кадров для агропромышленного комплекса. Спикер парламента Петр Гоголев подчеркнул, что грядут реформы в сфере образования. В частности, изменения направлены на развитие региональных вузов, которые должны обеспечить взаимосвязь образования и науки со стоящими перед страной прикладными задачами. Он отметил, что сегодня кадровая обеспеченность сельского хозяйства по всей стране неуклонно снижается. Видим необходимость обеспечения непрерывности, необходимость синхронизации учебных планов, в том числе по уровням профессионального образования, среднего профессионального, высшего образования. Я хочу поблагодарить народных депутатов республики, которые в прошлом году настояли на восстановлении той системы подготовки кадров за счет бюджета Республики Саха-Якутия. Эта программа в последние годы была направлена только на финансирование переходящего контингента, на новый прием средства не выделялись. И в прошлом году нам удалось вернуть эту систему. Академия ставит вопрос о целевой подготовке за счет госбюджета республики. В этом учебном году ЕГСХ запрашивает 110 учебных мест. Также ВУЗ инициирует выделение отдельной квоты для выпускников Академии на получение государственной помощи по линии агростартапов в целях поддержки крестьянских фермерских хозяйств. Между тем, в Якутском сельскохозяйственном техникуме обучается 1158 человек, из них половина по специальностям агротехнологического профиля. Как отметили на встрече, необходимо рассмотреть различные варианты поддержки молодых кадров, желающих работать в сельской местности. И эта встреча стала одним из первых шагов в повышении взаимодействия парламента и образовательных организаций аграрного профиля. В Ил-Тумыне завершилась первая декада сельского хозяйства, в рамках которой были проведены мероприятия на различных площадках. Наряду с правительственным часом, дискуссионной площадкой «Открытый парламент», вопросы развития сельскохозяйственной отрасли обсуждены на местах. На этой неделе народные депутаты посетили Намский улус. В селе Намцы состоялось выездное совещание Ил-Тумена по вопросам развития сельского хозяйства. В мероприятии также приняли участие сельхозтоваропроизводители и муниципалитеты Намского, Хангаласского и Мегино-Кангаласского улусов. Цель этой декады – это уточнение направлений государственной политики республики в сфере сельского хозяйства, возможные корректировки, а также разработка нового механизма субсидирования. Мы должны сегодня разобраться с ситуацией по земле. Пока мы не разрешим и справедливо не распределим земельный фонд, который сегодня имеет острый характер, то о дальнейшем развитии сельского хозяйства говорить не стоит.
Выступавшие руководители муниципалитетов и предприятий внесли ряд конструктивных предложений. В частности, были озвучены вопросы о необходимости строительства новых овощебаз, землепользования, финансирования целевых программ по селу, о поддержке сельскохозяйственного производства и коневодства. Народные депутаты республики в ходе рабочей поездки в Намский улус также посетили хозяйство по разведению якутской породы скота и строящийся коровник в селе Эргюлёх Тастахского наслега. В селе Тастах сегодня содержится более 150 голов молодняка. Якутская порода постепенно вытесняет симментальскую. Такие же отделения в целях сохранения уникального генофонда якутской породы скота работают в Горном, Верхневилюйском, Амгинском и Аймиконском улусах. К миссии по сохранению генофонда якутской коровы намерен присоединиться в скором времени и совхоз «Новый» в селе Сельдюкар Мирнинского района. Сюда будут направлены 150 голов якутского скота из вышеуказанных 5 отделений. В Сельдюкаре, где традиционно живут эвенки, будут создаваться поголовье якутского скота, который вот собирается от всех хозяйств. Сегодня в Тастаха, где-то сказали, 40 голов они отбирают, вот они стоят, отбирают. Я думаю, это очень интересный шаг в целом в развитии, потому что якутский скот — это, наверное, достопримечательность и наше преимущество перед многими регионами. Наверное, вот якутский скот и якутская лошадь — это вообще уникальные породы животных, которые сегодня вот есть в мире. Поэтому в этом году уже, наверное, мы будем планировать, как включить в программу развития в целом сельского хозяйства вот именно отдельно развитие якутского скота. И, наверное, должно быть суммы намного больше, чем на сегодня. Тогда у нас будет впереди перспектива очень хорошая. Далее парламентарии посетили строящийся коровник в селе Эргюлёх Намского улуса. Коровник станет ресурсной базой для распространения якутской породы. После осмотра объектов состоялась встреча с активом села Эргюлёх, где были обсуждены вопросы о механизмах поддержки поголовья скота, субсидирования молока. Жителей также интересовали вопросы по льготному ипотечному кредитованию, развитию инфраструктуры и газификации. Декада на этой неделе продолжилась и в предприятиях агропромышленного комплекса в пригородах Якутска. Состоялось выездное совещание с производителями сельхозпродукции в селе Маган с осмотром овощехранилища и коровника. Парламентарии встретились с активом ФПК «Туймада», обсудили итоги деятельности и перспективные планы развития предприятия. Также народные депутаты республики посетили тепличный комплекс «Саюри». В «Саюри» сейчас задействовано 5 полноценно действующих теплиц. Комплекс первый год работает в зимнем режиме в промышленной теплице под строгим контролем. В планах «Саюри» до 2021 года заметно нарастить производственную мощность комплекса. К примеру, в прошлом году было собрано 166 тонн огурцов, 43 тонны томатов, 13 тонн зелени. В настоящее время идет второй этап проекта – строительство тепличного комплекса площадью 2 гектара. В сервисной зоне парламентарии ознакомились с технологией автоматического полива, осмотрели систему подогрева и охлаждения, автономную энергетику для тепличного комплекса. В наших условиях можно контролировать практически все факторы, которые влияют на растения. То есть мы можем уменьшать, увеличивать температуру, регулировать световой день, регулировать полив. И тем самым мы можем регулировать интенсивность урожая и качество продукции. Далее состоялась встреча народных депутатов республики с активом организации. Речь шла о плановой себестоимости, эффективных способах увеличения прибыли и объемах финансирования. Кроме того, в рамках декады народные депутаты республики ознакомились с деятельностью якутской птицефабрики. Парламентарии посетили цех сортировки яиц, производственные цеха, цех обогащения и приготовления кормов. У нас сортируются по весу, да, и еще вот по категориям, то есть диетические, и столовые, и экстра. И с этого года мы начали выпускать категорию «Солнышко». Сейчас на данный момент у нас 145 и 150 тысяч, а вообще вот достигает до 240 тысяч яиц.
После осмотра объектов состоялось совещание, на котором были обсуждены финансово-хозяйственная деятельность и планы предприятия. Сегодня якутская птицефабрика с полувековой историей – это современное многоотраслевое предприятие, лидер птицеводческой отрасли сельского хозяйства республики. За последние 10 лет рост валового производства яиц в год составил 10 миллионов штук, это 60 миллионов в год. В условиях Якутии, даже в России в целом, птицеводство как отдельный вид экономики, он, конечно же, не конкурентоспособен. Государство вынуждено будет субсидировать на корма, потому что, чтобы мы имели свою свежую продукцию. Это экологически чистые относительные продукты. В этом плюс, конечно, большой. Ну и, конечно же, занятость населения. Нам, республике, конечно, нужно будет учитывать экономику, прежде всего, которую нам дали в цифрах, прежде всего. И, во-вторых, помощь от республики, как основного акционера этой акционерной компании, конечно же, необходима для технического перевооружения. Добавим, что в птицефабрике разработан проект стратегии развития до 2024 года, который предполагает увеличить объемы производства до 101 миллиона штук яиц в год. Тогда потребности Якутска и пригородных районов будет полностью покрыта. Также проект стратегии предусматривает реконструкцию и модернизацию объектов на имеющихся площадях. В Государственном театре оперы и балета 13 февраля состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню родного языка и письменности в республике. В мероприятии приняли участие спикер парламента Петр Гоголев и народные депутаты республики. На торжественном собрании состоялась презентация большого толкового словаря якутского языка. Работа над фундаментальным трудом началась еще в 1972 году молодым ученым, ныне действительным членом Нью-Йоркской академии наук, доктором филологических наук Петром Слепцовым. Председатель постоянного комитета Госсобрания Илтумен по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций, доктор педагогических наук Феодосия Гапышева удостоена премии главы республики в области сохранения, изучения и развития родных языков имени Семена Андреевича Новгородова за многолетнюю плодотворную деятельность по пропаганде родного языка. Также первый вице-спикер якутского парламента Александр Жирков вручил награды Госсобрания Илтумен. В завершении вечера состоялась литературно-художественная постановка, посвященная Дню родного языка и письменности. Все материалы и новости о деятельности парламента смотрите более подробно на сайте iltumen.ru. Вы смотрели «Парламентский вестник». Всего доброго!